Деньги есть, их просто не дают. Простите меня, может кому-то не понравится, но я все-таки скажу. Эти деньги мы отстояли для государства. Сам лично не поленился, позвонил каждому депутату, где он сказал, что же вам сказала такого Наталья Смыр, что вы проголосовали за. Его поддерживает Александр Анкваб. 500 тысяч детям на отопление были заблокированы главой администрации Гудаутского района. Узнается, что инвестпрограмма Афона вообще может вылететь. Это дети. Причем тут Наташа? Всем привет! Сегодня у нас в гостях кандидат от 21-го избирательного округа, действующий депутат Наталья Викторовна Смыр. Наталья Викторовна, здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Спасибо, я тоже рада присутствовать у вас. Смыр Наталья Викторовна родилась 1 января 1969 года в городе Новый Афон. С 1975 по 1985 год училась в Новоафонской средней школе. В 1990 году закончила Абхазский государственный университет, экономический факультет по специальности планирования народного хозяйства. В 1991 году начала работать в Гудаутском агропромышленном банке. С 1993 по 2001 год работала на должности главного бухгалтера Леонбанк. С 1996 по 2001 год работала по совместительству на должности председателя правления Леонбанк. С 2001 по 2012 год работала руководителем Леонбанк. С 2004 по 2017 год являлась депутатом собрания города Новый Афон, возглавляла комиссию по бюджету. С 2012 по 2017 год работала на должности начальника Новоафонского отделения Сбербанк Абхазии. С 2017 года по настоящее время депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. С 2017 по 2020 год училась в магистратуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации на заочном отделении по направлению государственное и муниципальное управление. Специальность парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества. Вдова, мать 2 дочерей. Для тех, кто, может быть, не смотрел, у нас с вами уже в рамках Хара было большое интервью. Но сегодня поговорим с вами исключительно как с кандидатом в депутаты парламента. Тогда очень много вопросов, связанных с вашей работой, мы не затронули. Вот сегодня исправим свою ошибку, если вы не против. Конечно. Ну и вот начнем с наших уже традиционных вопросов. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили баллотироваться во второй раз? Основным решением, наверное, было то, что уже я, отработав 5 лет в парламенте, наработала некий опыт. Все равно ты, когда идешь под лозунгами каких-то таких, знаете, общих каких-то фраз, общих предложений, ну, это не столько общее, это, наверное, прочувствованные какие-то моменты, да, ты же так считаешь, ты же так думаешь, или, по крайней мере, ты стремишься сделать то, что вот ты думаешь, что ты сможешь что-то изменить. Вот, наверное, когда я шла в первый раз, у меня было такое желание, и я вот, смотря выступления некоторых кандидатов, вижу молодые ребята, грамотные кандидаты в депутаты парламента, они говорят о том, что вот я хотел бы сделать это, я хотел бы сделать то. Но в моем, вот сейчас, в моем случае, я бы хотела бы даже говорить не о том, что я хотела бы сделать, а в моем случае я хотела бы сконцентрироваться на ситуации, просто хочу донести, что парламент, вот уже на опыте могу сказать, это законотворческий орган, это законодательный орган, но он еще и несет представительную функцию, он несет политическую нагрузку. Придя в парламент, ты не обязательно будешь сидеть и писать только законы. И это не будет самым главным. Нет, это еще и будет твое политическое участие. То есть здесь, в данном конкретном случае, я, наверное, бы сказала, может быть, не скромно будет выглядеть, но больше уже иду как некий политик, который уже с наработанным багажом. То есть за 5 лет я какой-то багаж наработала. В плане законотворчества, да, конечно, идеи у меня есть. На ближайшую 5-летку точно есть. И учитывая то, какой комитет я возглавляла, то это уж точно как раз лежит в плоскости моей именно практической работы. Это непосредственно бюджет, это постоянная работа, это не на один день там, ты не останавливаешься. У тебя нет шанса, откровенно говоря, работать в режиме вот, не нон-стоп. То есть ты всегда в режиме не останавливаешься, ты постоянно в работе. Об идеях мы обязательно поговорим еще. Ну, очевидно, что к депутатам, да, которые проработали 5 лет,
вопросов больше, чем к тем, кто только начинает свой там политический путь. На мой взгляд, это, честно говоря, справедливый вопрос в отношении там депутатов или проработавших уже там в политической системе людей. Вот что вам удалось сделать за 5 лет? Я руководила достаточно сложным комитетом. Я буду его называть коротко. Это комитет по бюджету. И по совместительству я являлась членом еще комитета по социальной политике. Вот могу честно сказать, не скромно, но скажу честно, наибольшее количество рассмотренных вопросов, наибольшее количество предложенных законопроектов и наибольшее количество, где являлись ответственны вот я как председатель, вот просто не скромно, может быть, я извиняюсь. Я вынуждаю вас. Да, не скромно, но могу сказать, что это работа нашего комитета. Вот в этих 2 комитетах основные, вот на сегодняшний день по статистике мы взяли, ну, естественно, когда ты уже заканчиваешь свой срок, я взяла статистику. И она меня, откровенно говоря, вот могу правда сказать, и положа руку на сердце, мне перед народом не стыдно, наибольшее количество вопросов рассмотрено нашим комитетом. Наибольшее. И я благодарна своему коллеге Алхасу Владимировичу. Тоже мы здесь, как говорится, поработали неплохо в этом комитете. Я член этого комитета по социальной политике, где было предложено наибольшее количество законопроектов. Именно инициировано самим комитетом. Вы понимаете, разница, когда представляет исполнительная власть, а когда разрабатывает сам парламент. Вот это, как бы, откровенно говоря, в копилочку, да, вот наших 2 комитетов. Ну, и потом у людей есть возможность, по крайней мере, на протяжении 5 лет, сейчас повторюсь, как я при предыдущем интервью, когда вам давала, могу сказать, что достаточно громко, шумно бюджеты всегда обсуждались. Вот. Но я хочу сказать, вот еще в пользу как бы того, что мы ввели такое ноу-хау, я думаю, может быть, оно слово такое неуместно, но я предложила проводить комитеты заседаний по бюджету, в частности, с приглашением прессы, телевидения. Для чего это было сделано? Да, в частности, для того, чтобы у людей была возможность формировать мнение до того, пока мы приходим на сессию. Потому что на сессии ты, как правило, в рамках сессии не можешь все вопросы отразить или сказать. Да? Это достаточно сложно. И потом это же все-таки отраслевой комитет, так он очень специфический. И там финансы, налоги, это всегда очень трудно осознаваемо. Может быть, для кого-то непонятно. Не умаляю ничьих достоинств, но это же все-таки такая специфическая работа. Поэтому для того, чтобы у людей имелось представление, что обсуждается на комитете и в каком контексте потом это выносится на сессию, вот это мы тоже сделали. Я думаю, это было неплохо. Если быть откровенной, вот все задачи, которые я как бы на начальном этапе ставила себе, идя в парламент, я могу сказать, что мне бы хотелось, чтобы коэффициент полезного действия достигал максимальной цифры, да, 100, но все-таки я думаю, что на 70% свою основную работу и свою нагрузку, которую я несла, я выполнила. Мне так кажется. Но, конечно, оценку будут давать, это должна делать не я, естественно, это должны сделать люди. И вот сейчас кандидатом я являюсь, депутатом, да, 2 раз. И эту оценку будут давать избиратели. То есть, что я смогла, чего-то не смогла. Естественно, какие-то вопросы, которые мною бы хотели бы быть озвучены и которые должны были бы быть завершены, в частности, да, какие-то вопросы были не доведены до конца. Я думаю, мы об этом сможем поговорить. Но так, в основной своей массе, я хочу сказать, что вот просто я работала. Вот и у меня основным моментом, когда я шла в 2017 году, я говорила о том, что у меня есть некий опыт, наработанный опыт в местных органах самоуправления, что я могу работать. Я думаю, что я постаралась поработать. Вот если продолжить обсуждение принятия бюджета, вы сами сказали, что принимается бюджет громко, шумно. Мы за этим наблюдали, и вот совсем недавно это было. Было очень громкое и шумное, как вы сказали, обсуждение бюджета на этот раз. Там стал вопрос принять в бюджете там больше 50 миллионов рублей на приобретение какого-то там завода. И вот начался конфликт. Все это было и в социальных сетях в том числе. Зашел ветеран войны, вы просили охрану его вывести. Во-первых, мне интересно, после этого заседания поступали вам звонки, там какие-то угрозы? И вообще, что произошло? И как вы сами оцениваете
свою реакцию на то, что происходило тогда? Ну, давайте я начну с самого конца, со своей реакции. Конечно, хотелось бы, чтобы реакция была менее, так сказать, громкой. Да, менее эмоциональной. Конечно. Я при всей ситуации, даже при всех своих выступлениях, конечно, это все оставляет желать лучшего, и мне хотелось бы, чтобы все мои выступления были менее эмоциональны. Но имеем то, что имеем. Ну, теперь это уже факт состоявшийся. Это к вопросу о том, что происходило. По поводу самого завода хочу сказать, вообще мне приятно осознавать, скажу честно, что я как председатель комитета, пусть даже так громко, пусть даже так жестко, но отстаивала 55 миллионов для государства. Эти деньги мы отстояли для государства. В чем проблема вообще этого вопроса? Мы не имеем права создавать прецеденты, когда на государственные деньги будут покупаться коммерческие предприятия. Категорическое табу, категорическое нет. Это одно. Теперь по поводу последствий. Конечно, сейчас опять меня обвинят в предвзятости или в предвзятом отношении к нашему многоуважаемому Александру Золотинсковичу, но он сам лично не поленился, позвонил каждому депутату, ну и за исключением, конечно, меня. Естественно, это исключено. В основном это были депутаты, так сказать, провластно ориентированные, где он сказал, что же вам сказала такого Наталья Смыр, что вы проголосовали «за». И он от них открестился и сказал, что не будет помогать им на выборах. Это смешно и парадоксально, но это истина. Каждый раз своими ответами на свои вопросы вы ставите нашу передачу всегда. Мы находимся под угрозой, Наталья Викторовна, но мы готовы задавать вам вопросы. Во-первых, я хочу сказать, это не угроза, это констатация факта. Более того, я хочу вам сказать, знаете как, даже коллеги, которые проголосовали «за», там же вроде единогласно все. Нет, там было 18, голосование было на грани фола. И да, там голосование было просто на грани фола, и принятое решение, конечно, возмутило всех, на что представители исполнительной власти, один из министров сказал, это будет скандал. И хочу сказать по поводу скандала. Мне пришлось пообщаться с российскими представителями определенной, значит, российской элиты, где вообще вот все мною высказано было поддержано. Они согласились с тем, что такие прецеденты создавать нельзя. Предвыборная кампания в самом разгаре. Я тут у всех спрашиваю, как проходит предвыборная кампания. Сталкиваетесь ли вы с нечистоплотным ведением предвыборной борьбы? Какими-то методами, которые не совсем в рамках закона в вашем округе? Скажите нам, пожалуйста. Ну, сейчас я буду вам говорить крамолу. Простите меня, может, кому-то не понравится, но я все-таки скажу. На избирательном округе, на Афонском избирательном округе идет 3 кандидата-депутата. Да? Это, пойдемте в алфавитном порядке, Будба Мадина, Пачули Ахра и, то бишь, я. Но я хочу сказать, Мадина Будба, она кандидат, так сказать, самовыдвиженец, все. Здесь мы же понимаем, провластный и непровластный. Мы понимаем, да. Так вот, я иду, конечно, не от провластных, а Ахра Пачули. Это кандидат от власти. Его поддерживает Александр Анкваб. Я просто хочу сказать, что в рамках своих депутатских полномочий в ноябре месяце мною было инициировано, ко мне обратилась Пцирцинская школа армянская на установку им парового отопления. Мною, как депутата, было это инициировано. И вплоть до того, что президент дал добро, чтобы этот проект был осуществлен. Сегодня у нас какое число? Зима прошла, уже март скоро, парового отопления нет. Уважаемое наше правительство заблокировало данный проект. Я хочу тогда, в чем, и еще, вы говорите, в чем выражается? Я сейчас скажу, в чем выражается. Главам администрации, всем 3 административным территориальным единицам было сказано, если выиграет Наталья Смыр, то мы вас снимем. Но это очень громкие заявления. Нет, это не громкие у меня. Можно как-то их потом доказать? Или? Знаете как? Я скажу так. Если в сущности, вплоть до того, что звучат даже такие высказывания, вплоть до межнациональных каких-то отношений, что Наталья Смыр не уважает армяне. И это тоже звучит.
Я даже знаю, кто это сказал. Это есть люди. Я понимаю, все методы хороши. Но я не хотела бы, чтобы они меня дискредитировали как по вопросу межнациональных каких-то отношений. Это уже, понимаете, это за гранью. То есть говорить, что я не уважаю армянское население, это уже просто выше всяких слов. Более того, но заблокировать какие-то проекты ранее, которые были предусмотрены, это я с этим могу смириться. Но вот тогда, когда они меня упрекают в другом, это неправильно. Более того, ресурс, конечно, работает. Вся администрация всех 3 сел работает, конечно, на кандидата Ахру Пачуля. Это точно. И вплоть до того, что подвергается сомнению все ранее мною сделано, и вся моя работа, она как-то, я не могу понять, каким образом она может оспариваться, если все это было на камерах, на телевидении, и у каждого, я извиняюсь, избирателей, у каждого гражданина Абхазии есть возможность оценить, что сделано мною, а что не сделано, что мною было как-то неправильно. А вы с кандидатом в депутаты Ахрой Пачуля лично связывались и задавали ему какие-либо Я вопросы? хочу сказать, вы знаете, у нас очень хорошие человеческие отношения, понимаете? И я даже вот могу сказать, на уровне наших общечеловеческих отношений, я думаю, что не он этого даже и не хотел бы, и не предполагал бы, как и я. Но еще вот возвращаясь к прошлому, к откату выборов 2017 года, вы не представляете, как мы провели их тогда на том, вот в тот период на высшем уровне. Без капли каких-либо, хотя я тогда шла от власти, без капли каких-либо вообще обвинений, претензий. Вы обращались в компетентные органы? Нет. А почему? У нас в Афоне мы одна большая семья. Я считаю, что мы могли бы этот вопрос решить на уровне, так сказать, нашей, вот как в семье, поговорить и порешать. Я думаю, что это нам предстоит. Потому что эти факты, о которых я сейчас говорю, да, и которые я озвучиваю, они стали мне известны буквально вот недавно. И мы уже позвонили, мы поговорили. Глава села Псырцкий сказал, что нет, такого быть не может. Все это имеет место быть, потому что люди звонят мне напрямую. Мне звонят даже руководители низших звеньев, говорят, что Наталья Викторовна, нам сказали, что нас снимут. Нас снимут с работы, если вы выиграете. Я более того скажу, у меня, например, есть большая претензия к главе администрации Гудаутского района. Вопрос по отоплению – это же вопрос детей. Я вот только для меня не доходит. Причем тут Наталья Смыр, когда речь стояла о том, что надо профинансировать 500 тысяч для армянской псырцевской школы на паровое отопление. Глава администрации, потому что ему премьер-министр приказал, зарубил, остановил проплату данного проекта. Это дети. Причем тут Наташа? Я не могу понять, а что душа у людей, у правительства, у чиновников перестает душа болеть за собственных детей? Или за детей армянской национальности, хотя они это мне вменяют? Ну как вообще? А куда, стесняюсь спросить, а куда надо обратиться? В прокуратуру? Вот в ЦИК, да, но в ЦИК мы уже как-то, я пока не обращалась, я подумаю. Вот там очень хороший руководитель, председатель ЦИК, очень грамотный. Считаю, что он достаточно компетентный молодой специалист. Прокуратура – это напрасный труд. Они напишут информационное письмо, как они сделали по бюджету. Я уже поняла, что в прокуратуру, вот я говорила много о цинизме, а надо говорить о профессионализме, а не о цинизме. Это даже вот цинизм, сопряженный с отсутствием вообще какого-либо профессионализма. Как вы проводите свою предвыборную кампанию? Мне не стыдно, вот за тот мой 5-летний период, который я проработала, мне не стыдно. И я уже выиграла его. Я выиграла по нескольким причинам. Какие? Я не молчала. Я не была статистом. Я по любому вопросу высказывала свою собственную точку зрения. У меня на все вопросы всегда были свое видение. Да, оно было с голосом. Да, оно было громким. Иногда, может быть, переходящий на крик, там, понятно. Но оно было. Я за этот 5-летний срок не пролоббировала себе ни магазинов, ни квартир, ни машин. Я ничего себе не пролоббировала. Я не получила дивиденды, кроме, извиняюсь, еще более повышения тональности своего голоса в связи с какой-то ситуацией. Я как человек верующий могу вам сказать, Бог всем судья. И те люди, которые вот сегодня дают оценку мне, а судьи кто? Судьи кто?
Всякое в жизни бывает. Вот Например? сложилось так, что вы не выиграли выборы в парламент. Вы остались без своей депутатской неприкосновенности. Не боитесь вы за все свои высказывания, за все 5 лет, за то, что вы говорите прямо сейчас, за то, что вы говорили у меня на интервью до? Закон обратной силы не имеет. В данный момент работает закон депутатской неприкосновенности. Хорошо, завтра... будете, завтра высказывать свое мнение без депутатской Ну, неприкосновенности? это как в том мультфильме. Льву мясо не докладывают. Будет. Поверьте, вот если вы мне докажете, что я говорю неправду, если я лгу, оболгала, если я сфальсифицировала что-то, то да, я принимаю. Но если я буду вам говорить фактами, цифрами, аргументами, что вы... Ну, в принципе, в нашем государстве возможно все. И я думаю, что вашим избирателям было бы интересно понимать, с какими идеями вы баллотируетесь в 7-й созыв. Для меня вот почему-то очень первостепенным является поучаствовать в разработке, концепция сама разработана, я сейчас скажу, по пенсионному обеспечению. Это очень важный вопрос. Люди, рожденные после 1963 года, то есть в 1964 годах, они не будут получать российскую пенсию. То есть СССР, когда распался, правопреемником стала Россия, люди, рожденные в советское время, получали российскую пенсию. Все это хорошо, но теперь люди, уже рожденные после, как говорится, развала, не после, но период, да, вот они не попадают по начислению баллов, там вот система же расчета пенсии идет, то они не попадают под российскую пенсию. Поэтому нам нужно, хотим мы, не хотим мы. Сама концепция есть. Концепция эта была разработана еще при Рауле Дюмковиче. И она эту концепцию, между прочим, вообще зря, что мы иногда не обращаемся, не читаем и не вспоминаем, да, вот наработанные какие-то вещи, которые были ранее сделаны. Мы почему-то, когда власть меняется, мы начинаем это полнейший нигилизм, отрицаем все то, что было до того, хорошее даже не берем, а вот стараемся что-то привнести новое. Так вот, в рамках этого была концепция по пенсионному обеспечению, которую можно взять за основу и написать закон. Другой вопрос, когда мы его запустим в дело, с какого года он вступит в дело, да, в действие, но это надо сделать. И, то есть мы должны определиться с минимальным размером пенсии. И это должно быть не меньше, конечно, но мы должны написать. Это не факт, что мы будем платить. Вы понимаете эту разницу, да? Но мы должны это сделать. Мы также должны определиться с минимальным размером оплаты труда. Вот это то, что... Вот сейчас буквально перед сессией, на которой обсуждался бюджет, я встречалась с вице-премьером Кристиной Константиновной, где было предложено нам увеличение минимального размера оплаты труда. Сумма будет 9 тысяч. Что такое 9 тысяч? Минимальный размер оплаты труда вне бюджетных сфер. То есть это увеличение подоходного налога, увеличение бюджетов местных органов самоуправления. Это же качественные такие, знаете, показатели, которые дают рост и бюджету, и в том числе в некотором смысле и благосостоянию людей. Мы должны с этим определиться. Хотим мы, не хотим, мы обязаны это сделать. Я почему о зарплате? Ну, это же моя отрасль, вот я специалист в этой области, я как-то больше говорю о своей, да, работе, поэтому вот. Еще один момент. Надо привести в соответствие закону с должностными окладами. Я бы хотела, откровенно говоря, довершить начатый, вот это было инициировано мною лично, закон об упрощенной системе налогообложения. Мы должны были уйти от серых схем спецналога и довести до ума упрощенную систему, довести до ума налог об НДС, добавленный ввозной так называемый. Вот это мне хотелось бы доработать. Даже если я не попаду, кто бы ни попал туда, я готова помочь, потому что это нужно. Это, знаете, это правда качественно будет, вот такой хороший скачок вперед. И еще один важный для меня закон, он тоже отраслевой такой больше, это связано с валютным контролем и валютным регулированием. Это, чтобы вы понимали, сейчас... В контексте политической обстановки, которая сложилась, это контроль за внешнеэкономической деятельностью. Поскольку сейчас мы все знаем, что творится, да, началась война на Украине, поэтому, но все равно этот закон очень актуальный. Это контроль за вводом и выводом денежных средств. Это очень хорошие законы, и они дают качественный рывок в развитии экономики, бизнеса. В плане упрощенной системы налогообложения я хотела бы сказать, что нами был принят ранее закон о введении контрольно-кассовых машин, аппаратов.
Этот закон вступил вот в силу с 1 января 2022 года. Это все обороты будут в режиме онлайн. То есть это даст возможность учета и контроля наших денежных средств. Вот эти вопросы такого вот, я бы сказала, специфического характера, связанные непосредственно с моей деятельностью, с моей функциональной вот нагрузкой, я бы, конечно, в 7-м созыве предварила бы. В 2018 году, если я не ошибаюсь, парламент пытался объявить вотум недоверия тогдашнему премьер-министру. И несмотря на то, что вы, как бы, скажем, если мы делим уже депутатов на провластных и оппозиционных, на тот момент вы были депутатом провластным, вы, я так понимаю, этот вотум недоверия поддерживали. С чем это связано и вот насколько сложно было принимать такое решение, условно идти против своих? Я хочу сказать так, правда же превыше всего, понимаете? Цифры – это факты, то есть ты не можешь апеллировать разными такими какими-то словосочетаниями, которые бы как бы не давали, не показывали картину. Цифры говорят сами за себя по бюджету. На тот период, когда мы обсуждали исполнение бюджета, по-моему, 2017 года, там, вы не представляете, там было колоссальное увеличение вливания в бюджет. Там были проекты, инвестпрограмма, много денег оставалось, много было денег не использовано. То есть вот это... Ведь на парламенте лежит какая еще функция? Самая главная функция – это контрольная функция. И с точки зрения, в контексте, вот я говорила о работе с контрольной палатой, мы провели огромную работу, мы провели полнейший, я бы сказала, даже аудит бюджета 2017 года, где говорилось о том, что, слушайте, вот такие колоссальные денежные средства, а куда пошли деньги? Это как в той песне, где деньги, Зин, да? И, откровенно говоря, мы тогда жестко, вот лично я, как председатель комитета, настаивала на том, что такое нецелевое, такое неэффективное использование денежных средств быть не может в априори. Поэтому тогда, вот даже будучи провластным депутатом, ведь я никогда не озвучивала, что мне приходилось очень много встречаться с представителями власти, так сказать, от власти, которой я и была, но я позицию не поменяла. Я, наоборот, на ней настояла, зачитал о вотуме недоверия Илюша Гуния, а мы тогда все и жестко, достаточно жестко на основании заключения контрольной палаты я выступила. И это есть, вот, пожалуйста, забейте, и можно это увидеть. То есть здесь, понимаете, у правды не бывает, она не двулика, она одна. Вот тогда истина была на нашей стороне. И мне было, откровенно говоря, непонятно, почему я должна, даже если я и провластный депутат, должна отстаивать неправильные вещи. Для меня это было тоже... Как сегодня я вот про 55 миллионов говорила, да? Просто про 55 я, может быть, громче заявляла, но тогда я тоже не тихо об этом выступала. Тогда произошел, так сказать, так называемый дворцовый переворот в некотором смысле. Вотума не произошло, но дворцовый переворот произошел, да? Все-таки результат был как-то достигнут. То есть на тот момент президент услышал, что депутаты оказались все-таки правы. И произошло вот перемещение, смещение должностных лиц. Вот это было, да, факт. Наталья Викторовна, очень многие наши гости, гости Харах, кандидат, рассказывают о том, что будут помогать району, от которого они баллотируются. И, как правило, все говорят, что вот я когда спрашиваю, а как вы будете помогать, нам рассказывают, что вот мы будем просить коллег в парламенте выделить там средства именно на решение проблем своего округа. Это вообще реально? И вот в вашем случае такие ситуации были, когда вам удавалось, допустим, я не знаю, правильно говорить, перенаправить или это направить? Добиться, чтобы средства были нам. Да. В моем случае такое было, потому что, поскольку, я еще раз говорю, вся инвестпрограмма, она приходит в профильный комитет. Более того, я вот достаточно часто об этом заявляю, что я являлась еще членом межправкомиссии. То есть все вопросы, которые верстаются и обсуждаются по инвестпрограмме, они являются предметом обсуждения на межправкомиссии. Новый Афон, я могу сказать, что закладывал в инвестпрограмму достаточно много объектов. С прошлым руководством, главой администрации мы достаточно долго обсуждали эти вопросы, и мы приняли решение, что вот два основных
основных, концептуальных вот для Афона необходимых вопросов – это вопрос водоотведения и канализации, потому что это курортный город, и наличие воды и наличие канализации, потому что это море, это, естественно. Вот эти два вопроса были основными для Афона. И мы их, так сказать, поставили в инвестпрограмму путем там сейчас, можно сказать, лоббирования, можно сказать, нажима или там переговоров. И в какой-то момент, откровенно говоря, я узнаю, это уже ближе, по-моему, к 2019 году, нет, прошу прощения, к 2018 году, узнается, что инвестпрограмма Афона вообще может вылететь, понимаете, из программы. Цена вопроса была всегда сперва 230 миллионов, потом она стала снижаться, и когда уже мы дошли до точки 180 миллионов, я просто, опять же, пользуясь полномочиями, пользуясь своим таким громким голосом, я просто жестко, достаточно резко, просто иногда доходя до боев без правил, настояла на том, чтобы вот именно канализация и водоотведение остались в инвестпрограмме. И эту бы программу бы по Афону зарезали бы точно. Вот я прошу прощения за такое слово. Именно так оно и звучало, да. А их просто они бы не попали в инвестпрограмму. И это стоило мне, конечно, немало, откровенно говоря, и нервов, и здоровья, но благо все решилось. Сейчас та власть все-таки не смогла убрать, а эта власть предваряет в жизнь, и все. Я рада, в Афоне сейчас делают и канализацию, и воду, и я благодарна ребятам, которые это делают, потому что работают они, откровенно говоря, качественно, и это заметно, и это афонцы это видят, молодцы, и нам от этого приятно, от осознания. Но если говорить, что я еще пролоббировала для Афона, конечно, поступают же письма, тебе пишут, да, ты, конечно, вот тоже могу похвастаться, что вот по Дому культуры нам отремонтировали, у нас сейчас теперь хороший Дом культуры, там детский центр, там так дети занимаются, это все так радует, просто радует, вот душу греет, потому что это детям, и там концерты проходят. Это хорошо. Вот я от осознания моего участия в этом, мне это греет душу. Вот мне вот что интересно. Вам удалось это реализовать? Вот как вы сами считаете, да. Вам удалось это реализовать, потому что тогдашняя власть была к вам лояльна? Или вам удалось это реализовать в силу своего такого пробивного, извините меня, характера? Вот вопросы воды и канализации, я могу сказать, что это был бой без правил. Вот правда, это был бой. И я вам точно могу сказать, что это бы не попало бы в инвестпрограмму. Там стояли вопросы перенаправления денежных средств. И в силу своего, вот пользуясь депутатскими своими полномочиями, я отстояла этот вопрос. А вот вопросы Дома культуры, это был лояльный. Вот буду честно, объективно говорить. Мы от вас ничего другого не ждем. Нет, я просто правду говорю. Да, это был лояльный такой момент. Да, это был лояльный. Это компромисс, договоренности какие-то, такие хорошие отношения. Да, пошли навстречу. Вот это тоже истина. Но я горда больше за канализацию и воду, потому что это просто первостепенные проекты для Афона. Наталья Викторовна, скажите, как вы выстраиваете, я имею в виду депутаты, связь с органами местного самоуправления? Конечно, как депутат от, допустим, Гудаутского района, как депутат от города Новый Афон, это прямое взаимодействие. У меня не часто были встречи, допустим, откровенно говоря, с избирателями, да, вот на протяжении 5 лет, но это не говорит о том, что я не знала, что вот в целом, что происходит в самом Гудаутском районе, что происходит в 3, городе Новый Афон, селе Пцирское, село Анхуа. То есть все равно руку на пульсе ты держишь всегда. То есть это взаимодействие, если оно не личного контакта, да, то это все равно на телефоне, ты всегда в радиусе, так сказать, на связи, ты всегда поднимаешь трубки, ты всегда общаешься, и ты общаешься с избирателем, это уж точно. Но
Если говорить, вот я бы, например, откровенно говоря, желала бы большего взаимодействия в силу того, что вот на сегодняшний день у меня вот есть некая претензия, да, к органам местного самоуправления, но это не городскому собранию города Новый Афон, а в частности городу Гудауте. Вот, например, для меня стало полным откровением по итогу за 2021 год остатки на счетах у Гудаутского района, вот как плохо работаем, да? Вот это говорит о некачественной работе. На остатки средств на счете Гудаутского районного отдела финансов было порядка 70 миллионов. А люди понесли ущерб, да, чрезвычайных ситуаций на сотни миллионов. Подождите. Я как простой человек, имею в виду не разбирающийся в финансах и экономике, у меня возникает вопрос. Вы хотите сказать, что деньги есть, их просто не дают? Вот сказать одним словом – да. Ну, как так? Я это почему? мне даже удивление Вот смотрите, я как председатель комитета работаю в рамках всего, да, государства. И я, откровенно говоря, даже будучи избранной от определенного округа, не могу все свои функции и полномочия распределять и лоббировать только интересы своего региона. Я должна это делать в контексте всего государства. Это не может быть, да, но говорим о Гудауте. Сейчас говорим о Гудауте. Мы все знаем, что летом были стихийные бедствия, да, было затопление, была катастрофическая ситуация, люди пострадали. И выясняется, что на 1 число января на остатки средств Гудаутского района 70 миллионов. Я хочу сказать, это что? Это как, вот, под какую халатность? Неисполнение прямых своих служебных обязанностей. Как это называется? Я просто хотела бы понять, почему люди, наделенные определенной властью, определенными полномочиями, не могут выполнять свои прямые функциональные обязанности. Это к разговору о взаимодействии парламента с местными органами самоуправления. И, откровенно говоря, вот когда парламенту, лично мне, как председателю комитета, стало известно о том, что такие денежные средства остались у многих бюджетов, за исключением восточной части, и хочу сразу оговориться по городу Гагру, исключительно молодцы, отработали на 10 с плюсом, я хочу сказать, почему не было оказано никакой помощи людям? Почему не были приняты никакие социальные проекты? Ну, мне вот, извините, перебью, вот реально в это очень сложно поверить, потому что мы совсем недавно в нашем телеграм-канале «Республика» делали репортаж о том, как люди уже 7 месяцев ходят, просят деньги, вот пострадавшие во время стихии. А им сказали, ждите. И им говорят, что денег нету, и это происходит уже на протяжении 7 месяцев. Может быть, есть другие причины, вы в этом не разбирались? Потому что я думаю, что если меня это удивило, то для людей, которые от этого пострадали, это настоящий будет шок и потрясение узнать, что деньги есть, а им не дают. А потому что их перенаправляют. Просто руководство не считает, что их надо направить на помощь оказания пострадавших от чрезвычайных ситуациях. Это я вам говорю абсолютно откровенно. Я вам скажу более того, на остатки средств республиканского бюджета, не считая инвестпрограммы, 143 миллиона собственных средств осталось у республиканского бюджета. Собственных средств. А в Гудауте осталось 70. В бюджете города Сухум осталось 117 миллионов. А я хочу сказать, что мы внесли 3 ноября изменения по увеличению бюджета города Сухум на 43 миллиона. Мы дали туда, где были деньги, понимаете? Это говорит о чем? Об отсутствии какого-либо учета, контроля. Но то, что пострадавших от стихийных бедствий должны были выдать деньги, и деньги были, это, могу я сказать, заявить точно. Вы знаете, по итогам вообще всегда, во все времена, при оценке бюджета, исполняемости бюджета, чтобы вы понимали, оценку исполняемости любой финансист уже знает в конце октября. То есть там все понятно. Потому что ноябрь и декабрь – это доходы уже 2022 года, то есть это будущего года. Все доходы спланированы, не считая подоходных налогов, местные органы, местные бюджеты, они уже известны по факту. И эти деньги, и эти суммы были понятны. Знаете, что надо было просто сделать? Собраться с собранием города, района
и просто просчитать, позвать службы налоговые, и просто просчитать и перераспределить доходы. А теперь вернемся к выборам. А вопрос... Да я уже про выборы забыл, такое нам рассказывали. А 500 тысяч детям на отопление были заблокированы главой администрации Гудаутского района. Могу точно заявить. Я ему звонила лично. Он сказал, я вас услышал. Это дети, да? Ну. И я просто хочу сказать, что в данном конкретном случае мы вообще должны рассмотреть вопрос о персональной ответственности руководителей. Все. Наталья Викторовна наши встречи с кандидатами предусматривает ряд обязательных вопросов, которые, на наш взгляд, очень волнуют абхазское общество. Если вы готовы, давайте приступим. Конечно. Какая, на ваш взгляд, политическая система в Абхазии будет наиболее эффективна? Если говорить о ситуации с парламентом, то это смешанно пропорционально. Если говорить о ситуации, вот происходит дублирование, да, на уровне администрации президента и на уровне исполнительной власти. Но я бы хотела, чтобы, как всегда, поскольку я работаю в парламенте, и перетянуть одеяло немножко на парламент, потому что за парламентом стоит определенный ряд функций, которые он призван исполнять, это контроль, можно было бы на парламент, в частности. Вот назначение министров, там какие-то вот такие вопросы. Но это все предмет обсуждения, и это в процессе можно работать и обсуждать. Как вы относитесь к возможной продаже недвижимости иностранным гражданам? В связи с работой в парламенте, с чем мы сталкиваемся? А ведь продажа происходит. Да, она не происходит в рамках вот индивидуального жилья, там, а в плане коммерческой недвижимости продажа происходит? Происходит. Причем очень... Ну, по закону. Да, конечно. Да, закон не запрещает, конечно. У нас коммерческая недвижимость очень хорошо продается. Поэтому, вы знаете, и если говорить об эффекте, ну, продажа-то она по факту есть, а если только мы не продаем жилье, то результата вот как такового от самой продажи первичного жилья или вторичного жилья не имеет значения. Эффекта особого не будет. Я не знаю, но, честно говоря, я бы не отвечала на это либо да, либо нет. Я просто могу констатировать факты и знание того, что происходит. Поэтому продажа все равно осуществляется. А если говорить о жилой недвижимости? Ну, здесь же у нас какие угрозы? Угроза ассимиляции, демографического плана. Вот это, конечно, это вот наш национальный такой момент, это наша такая болевая точка. В плане продажи жилья я бы, конечно, сказала нет. Как вы относитесь к возможной передаче абхазской энергетики или ее части в собственность инвесторам? Я хочу, так сказать, обратиться к прошлому. Вы помните, когда в 2017 году мы приняли закон об энергетике, и он такой носил запретительный характер. Надо отдать должное. Я хочу поблагодарить персонально Басария Аслана в этом смысле. Тогда вот парламент прям в едином порыве мы проработали и поставили некоторые заградительные барьеры по продаже энергетики. Сейчас, вот я на последней сессии отсутствовала, был принят закон о стратегических объектах, где энергетика вошла. И меня это очень тоже радует. То есть вот мы, хотя это принято в первом чтении, и тем не менее, вот для меня все это очень важно, актуально, и это запретительные барьеры для возможности продажи, передачи энергетики. Более того, я могу похвастаться, опять же, коллегой, в комитет, в который я вхожу, вот, разработана программа. Эта программа не та дорожная карта, которая подписана Кабинетом министров и с Российской Федерацией, а это наша программа, разработана самими депутатами парламента, которая разработана на краткосрочную перспективу, долгосрочную, и так далее. То есть я в этом смысле категорично против передачи. И я считаю, что все, что наше, должно оставаться нашим и принадлежать абхазскому народу. И возможность восстановить все это по той программе, которую вот сейчас депутаты предложили, это сделать возможно. Кстати, пользуюсь возможностью. Знаю, что эту программу отправили в администрацию президента, о которой вы говорите, которую разрабатывала группа наших депутатов. И ответ?
Отбыл от администрации президента? Ну, это, знаете, это как, я не знаю, все, что туда отправляется, придет, наверное, информационным письмом. Это же юмор, конечно, такой немножко, но... Но даже информационного письма пока нет, я Нет, так пока понимаю. ничего нет. Власть или деньги? Вы знаете, деньги порождают власть. Вот как-то так, если говорить. Но а для себя, не знаю, правда, наверное. Наталья Викторовна, у вас есть возможность обратиться к нашим гражданам, обратиться к своим избирателям. Что бы вы им хотели сказать? Я бы хотела в первую очередь обратиться к абхазскому народу и сказать ему слова благодарности за то терпение, которое он проявляет к нам, ко всем. И вот сейчас, конечно, очень непростое время, тяжелое, и ковид, и болезни. Я бы так попросила вас: проявите мужество, силы, терпение и придите еще раз к урнам и проголосуйте. И абсолютно не важно, за кого вы будете голосовать. Вернее, важно, но чтобы этот выбор был с точки зрения пользы. И пользы не только каких-то вот сиюминутным желанием, а с точки зрения пользы в целом стране. Мы просто должны уже как-то... Понимаете, было время разбрасывать камни, а сейчас приходится время собирать эти камни. И нам надо их собрать для возможности построения. Пусть новый 7-й парламент будет еще лучше. 6-й называли антинародным, пусть 7-й будет самым народным парламентом. Всем всего хорошего, здоровья, удачи и спасибо всем вам за поддержку. Ну, Наталья Викторовна, мы тут не на госканале в интернете, могу себе позволить вольность. Я, конечно, не представляю без вас наш парламент. И пусть меня простят ваши оппоненты и Александр Золотинскович Анклав, но я, правда, искренне, всем сердцем желаю вам победы. Спасибо, приятно слышать. Я, правда, благодарна. Вам в первую очередь, потому что вы, правда, такие делаете интересные передачи. Спасибо вам. Всего хорошего.